Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. 8 июня по всей России отмечается профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. В этот день мы поговорим о деятельности, основных достижениях и новых направлениях одного из ключевых социально значимых структур правительства – Министерства труда и социального развития Якутии Республики с министром Еленой Волковой. Елена Александровна, здравствуйте! Здравствуйте, Кристина. Примите поздравления с вашим профессиональным праздником, с Днем социального работника. Расскажите нашим телезрителям, сколько всего у нас работает соцработников и кто идет в эту профессию. У нас в настоящее время в нашей отрасли работает практически 5500 человек. И это у нас практически 90 учреждений подведомственных Министерству труда, это государственные учреждения. И большую работу сегодня проводят 8 поставщиков негосударственного сектора, которые также сегодня поставляют необходимые услуги нашему населению. И если говорить о том, кто эти работники, это, конечно, социальный работник, который осуществляет поддержку и уход на дому тем, кто нуждается в этой поддержке. Это большой пласт медицинских работников, это врачи, средний, младший медицинский персонал. Как правило, медицинский блок у нас работает в стационарных организациях. Это, конечно, социальные педагоги, которые оказывают свою помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, работают с семьями с детьми, работают с детьми-сиротами. У нас многопрофильная, многофункциональная отрасль на сегодня. И позвольте сейчас, пользуясь случаем, поздравить всех наших работников социальной службы, всех наших ветеранов отрасли с нашим профессиональным праздником, с праздником социального работника. И, конечно, пожелать профессиональных успехов, дальнейших больших планов в работе и, конечно, крепкого здоровья. Я хочу сегодня поблагодарить всех работников социальной службы за ту работу, которую они проводят у себя, каждый на своем месте. В юбилейный год для республики с какими основными итогами системы социальной защиты населения вы вошли? Если говорить об итогах, наверное, правильно сегодня было бы отметить демографические показатели. Республика много лет занимает лидирующие позиции по рождаемости, по естественному приросту, также по продолжительности жизни в регионе Дальневосточном федеральном округе. В прошлом году наша республика была по рейтингу, как регион с наибольшим приростом численности населения за счет естественного прироста. Конечно, этому способствуют на сегодня те меры, которые принимаются на уровне правительства Российской Федерации, главой республики. И, как мы знаем, большой проект реализуется в стране, национальный проект «Демография», в результате которого сегодня кратно возросли меры поддержки семей с детьми. И необходимо здесь отметить, мы сегодня достаточно часто повторяем о том, что формируется целостная система поддержки семей с детьми от рождения до окончания школы. И как уже буквально пример, в этом году вновь введена еще одна дополнительная мера поддержки. Это выплата для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, для тех семей, которые нуждаются в такой поддержке. И вот уже на сегодня, получается, выстраивается система. До 3 лет при рождении выплачиваются определенные меры поддержки. От 3 до 7 лет сегодня нуждающиеся семьи получают. И вот в этом году введена следующая возрастная категория. Ну и, конечно, хотелось бы отметить государственную социальную помощь на основе социального контракта. Республика по этому направлению двигается уже более 10 лет. И за пройденный период практически 2 миллиарда рублей направлено на поддержку семей именно в рамках социального контракта. В этом году общий объем этих средств составит более чем 700 миллионов рублей. И семьи, которые
сегодня пожелают реализовать свой трудовой потенциал, могут обратиться в орган местного самоуправления, в управление социальной защиты с тем, чтобы получить поддержку на создание своего собственного отдела, на развитие личного подсобного хозяйства. И есть новое направление, как поиск работы. Министерство труда и социального развития является одним из крупных ведомств региона, включающих в себя около 100 подведомственных учреждений. Чем они занимаются? Да, действительно, как я уже сказала, 89 подведомственных организаций. И организации, начиная с управления социальной защиты, которые непосредственно реализуют меры социальной поддержки, как мы уже остановились, демографические, социальные меры поддержки. Это стационарные организации, работники которых оказывают свою помощь семьям с детьми. Это стационарные организации, в которых у нас находятся люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Большое внимание сегодня уделяем развитию сети реабилитационных центров для людей с инвалидностью. Социальная служба сегодня претерпевает большие изменения. Отдельные регионы внедряют в пилотном режиме различные технологии, Якутия не исключение. Какие новые проекты внедряются у вас? Ну вот хотелось бы акцентировать внимание, есть в республике, мы реализуем совместно с Министерством образования, Министерством здравоохранения проект по ранней помощи. Значит, ранняя помощь направлена на поддержку детей группы риска до 3 лет. И самая главная цель – это недопущение, значит, инвалидизации. Этот проект сегодня мы реализуем уже в 3-й год, направлен на развитие ресурсных центров в районах и, соответственно, на внедрение вот этой технологии именно раннее выявление и самой технологии ранней помощи. Следующий проект – это внедрение технологии по сопровождаемому проживанию для людей с инвалидностью. В прошлом году совместно с корпорацией ВЭП и Санкт-Петербургской организацией для родителей детей с инвалидностью мы запустили проект по внедрению именно этой технологии, в частности для людей с ментальными заболеваниями. Сегодня мы уже имеем определенные результаты, проводим работу по разработке нормативно-правовой базы и, соответственно, уже думаем о масштабировании этой технологии непосредственно в республике. Следующий немаловажный проект – это система долговременного ухода. В этом году совместно с фондом «Старость в радости» на территории Вилюйского района, также в пилотном режиме, мы внедряем сегодня необходимые элементы системы долговременного ухода. В частности, апробируется служба сиделок, значит, будут проработаны вопросы пунктов проката необходимых средств реабилитации. Это развитие школ для родственников именно по уходу, ну и многие другие элементы, которые позволят в долговременном режиме обеспечивать необходимый уход именно в домашних условиях. Елена Александровна, а сколько государственных услуг населению предоставляет ваше министерство и как удается предоставлять все услуги своевременно? В целом у нас более 70 услуг, которые предоставляет министерство, из них 61 непосредственно населению. И все эти услуги, безусловно, сегодня предоставляются в электронном виде. Уже много лет обеспечена возможность подачи заявления в электронном виде через портал государственных услуг. Ну и, безусловно, мы продолжаем работу по переформатизации государственных услуг, где, конечно, это возможно, где позволяет законодательство, по переходу услуг на проактивный режим. Проактивный режим – это когда услуга предоставляется тому или иному гражданину без необходимости подачи заявления. Говоря об услугах, нельзя не упомянуть о недавнем повышении прожиточного минимума на душу населения. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее, какие выплаты увеличатся и насколько?
Действительно, буквально недавно по поручению президента страны принято решение об увеличении прожиточного минимума, и с 1 июня прожиточный минимум вновь уже, значит, во второй раз в этом году получил свое повышение на 10%. Но если по цифрам, значит, с 1 июня прожиточный минимум для трудоспособного населения стал равен 22 911 рублей, а для пенсионеров 18 076 и для детей 21 839 рублей. Это в целом по республике. В первой зоне, в которой входит северный район, этот прожиточный гораздо выше. Что изменится? Соответственно, все те выплаты, которые сегодня зависят от величины прожиточного минимума, автоматически будут увеличены на 10%. Ну, к примеру, у нас выплаты для семей с детьми, о которых я сегодня говорила, до 3 лет, от 3 до 7, от 8 до 17, сегодня все привязаны к величине прожиточного минимума. И, соответственно, в связи с этим решением они все будут сегодня увеличены, и те семьи, которые их получают, уже получат в увеличенном размере. Какие мероприятия в юбилейный для вас год еще планируются? Я бы хотела остановиться на 2 мероприятиях. Мы уже в 2021 год в республике проводим очень красивый, добрый фестиваль, фестиваль «Семья года». И в этом году этот фестиваль, на мой взгляд, приобретает еще больший смысл в Год матери. И я бы хотела сегодня обратить еще раз внимание на этот фестиваль. Сегодня, буквально в этом месяце, до 1 июля, на муниципальном уровне проходит муниципальный этап, когда районы уже у себя проводят необходимые конкурсы и отбирают лучшие семьи. И уже к концу года на республиканском уровне мы будем проводить республиканский конкурс и, соответственно, подводить итоги по 7 номинациям. У нас 7 номинаций, 2 из которых новые. В этом году по решению главы республики введены дополнительные номинации. Это приемная семья и золотая семья. А так традиционно проводился конкурс по номинациям. Это молодая семья, сельская, кочевая, многодетная. Ну и вот сегодня уже еще и золотая, и приемная семья. Поэтому просим всех участвовать. В конце года подводим итоги, награждаем победителей, и от главы республики присуждается премия в размере 300 тысяч каждая. Ну и, конечно, значимым мероприятием этого месяца станет проведение Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» буквально 23-24 июня с привлечением федеральных органов власти, экспертного сообщества, соответственно, органов власти субъектов Российской Федерации. В городе Якутске будет проведена такая конференция, на которой также будут рассмотрены вопросы о дальнейшем совершенствовании системы мер демографической поддержки, и, надеемся, будут выработаны дополнительные новые решения именно по демографической ситуации в стране. Елена Александровна, спасибо за беседу. Желаем вам дальнейших успехов и достижений в работе. А я поздравляю всех работников сферы социальной защиты населения с профессиональным праздником. Я напомню, гостем сегодняшней программы была министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.